Моя третья история о смерти. Когда мне было 17 лет, я прочитал цитату, которая звучала примерно так. «Если вы живете каждый день как последний, однажды вы наверняка будете правы». Это произвело на меня впечатление, и с тех пор за последние 33 года я смотрел в зеркало каждое утро и спрашивал себя, если бы сегодня был последний день в моей жизни, хотел бы я сделать то, что собираюсь сделать сегодня? И когда этот ответ был отрицательным слишком много дней подряд, я знаю, что мне нужно что-то изменить. Помнить о том, что я скоро умру, было самым важным, с чем я когда-либо сталкивался, и что помогло мне сделать большой выбор в жизни, потому что почти все внешние ожидания, вся гордость, весь страх, смущение или неудачи, эти вещи просто исчезают перед лицом смерти. Оставлять только то, что действительно важно. Помнить о том, что ты умрешь, это лучший из известных мне способов избежать ловушки мыслей, что тебе есть что терять. Ты уже голый, нет причин не следовать своему сердцу. Около года назад мне диагностировали рак. У меня было сканирование в 7:30 утра, и это ясно показало опухоль на моей поджелудочной железе. Я даже не знал, что такое поджелудочная железа. Врачи сказали мне, почти наверняка это был неизлечимый тип рака, и ожидается, что я проживу не более 3-6 месяцев. Мой врач посоветовал мне пойти домой и привести свои дела в порядок, что является врачебным кодексом для подготовки к смерти. Это значит попытаться и рассказать своим детям все. Вы думали, у вас есть следующие 10 лет, чтобы рассказать им? Всего за несколько месяцев. Это означает, что все должно быть объяснено так, чтобы это было максимально просто для вашей семьи. Это означает прощаться. Я прожил с этим диагнозом весь день. Позже, тем же вечером, у меня была биопсия, когда мне сунули эндоскоп в горло через желудок и в кишечник, вставили иглу в поджелудочную железу и получили несколько клеток от опухоли. Мне вкололи успокоительное. Моя жена, которая находилась там, сказала, что когда они смотрели на клетки под микроскопом, доктор заплакал, потому что это была редкая форма рака, которую можно излечить хирургическим путем. У меня была операция, и, к счастью, я в порядке. Я был очень близок к смерти, и я надеюсь, что так и останется еще несколько десятилетий. Пережив это все, теперь я могу сказать вам с большей уверенностью, что смерть была полезной, но как чисто интеллектуальная концепция. Никто не хочет умирать. Даже люди, которые хотят попасть в рай, не хотят умирать, чтобы попасть туда. И все еще смерть — это место назначения, которое мы все разделяем. Никто еще не смог убежать от этого. Оно так и должно быть, потому что смерть, скорее всего, единственное лучшее изобретение жизни. Это агент перемен в жизни. Оно очищает старое, чтобы освободить место для нового. Сейчас новое — это ты. Но когда-нибудь вы постепенно станете старым и будете устранены. Извините за такой драматизм, но это правда. Ваше время ограничено, так что не тратьте его впустую, проживая чью-то жизнь. Не попадайтесь в ловушку, что значит жить с результатами мышления других людей. Не позволяйте шуму чужих мнений заглушить свой внутренний голос. И самое главное, имейте смелость следовать своему сердцу и интуиции. Они каким-то образом уже знают, кем вы действительно хотите стать. Все остальное второстепенно.